Здравствуйте, я Илья Колмановский, это проект «Параллели». Сегодня сразу про две разработки, использующие идею открытого кода. Первая позволит всем, наконец, завести себе экзотическое устройство, которое без открытого кода покупать не станешь. А второе, наоборот, позволит не выкинуть самое распространенное устройство, которое без открытого кода можно отправлять в помойку. У вас есть дома ползающий робот? Тут у меня нету. Скорее всего, не только из-за дороговизны, а просто игрушка быстро надоест, а для дела его не ясно, как применить. Проект Dash, придуманный в университете Беркли в США, предлагает полностью настраиваемого робота оригами, которого сами пользователи должны будут собрать как конструктор из готовых листов жесткого пластика. Посмотрите. С роботами пока есть большие трудности. Они медленные, дорогие, потому что изготовлены из сотен различных материалов. Это трудоемкий процесс, и это сказывается на их весе. И вот в Dash Robotics мы решили, что можем преодолеть эти трудности, используя свой уникальный способ производства. Это Dash. Быстрый как молния робот, вдохновленный самой природой, и которого к тому же вы можете сделать сами. Обычно роботов делают из массивных и дорогостоящих шарикоподшипников и металлических частей, но Dash — это совершенно другая история. Вместо металла мы используем картон и пластик, мы делаем их плоскими, высылаем вам, и вы превращаете этот плоский кусок в трехмерный объект. Вы можете собрать Dash своими руками и подключить вашу собственную электронику, совместимую с платформой Arduino, чтобы привести его в движение, а также использовать набор встроенных датчиков, чтобы запрограммировать робота на движение от света. Можете установить тактильный датчик, чтобы он видел стены и тому подобное. Одна из ключевых черт нашего замысла — мы черпали вдохновение из природы. Как же создать робота, который будет очень простым, но будет в движениях напоминать животное? Dash — это замечательное изобретение, которое можно использовать для обучения детей естественным наукам, проектированию, даже биологии. Но Dash — это всего лишь первый шаг. Но действительно интересно, что мы сможем придумать через несколько лет работы над биороботами. Так, у него есть ноги, крылья, хвост для уверенного передвижения в разных условиях, а внутри в нем есть все возможные модули: GPS, акселерометр, гироскоп, Bluetooth, фотоэлемент, чувствующий свет, датчик инфракрасного света. Придумывать задачи для робота Dash должно быть очень увлекательно. И тут ты ничем не ограничен, делай что хочешь. А если сломается нога или крыло, починишь сам, за копейки. Вот все это можно было бы сказать и про наши смартфоны, если бы не одно «но». Вся их универсальность всегда кончается тем, что выходит из строя какой-то один элемент. Батарея или экран или разъем питания. Телефон мог бы еще жить и жить, но нужно выбросить его целиком. И тут мы заложники закрытой коммерческой политики производителей. Им, конечно, выгодно сделать детали незаменяемыми. Но это невыгодно нам, людям. А значит, мы, люди, в лице голландского дизайнера Дэйва Хокинса, создаем систему open source под названием PhoneBlocks. Он применил нетривиальный ход. Вместо того, чтобы собирать онлайн-деньги, он собирает онлайн-подписи, чтобы показать производителям масштаб спроса. За 2 недели проект поддержали около 1 миллиона человек и посмотрели в соцсетях 333 миллиона. Это новый вид телефона. Он сделан из блоков, которые можно разъединить, но все они соединены с основной частью, которая держит все элементы. Электрические сигналы передаются через выступающие контакты, и 2 маленьких шурупа фиксируют всю конструкцию. Если ваш телефон стал слишком медленным, вы можете просто заменить элемент, отвечающий за скорость. Если ломается что-то еще, вы также можете легко заменить любую деталь или обновить до последней версии. Еще одна замечательная особенность — крайне гибкие индивидуальные настройки телефона. Например, если это ваш телефон, и вы храните данные в облаке, вы можете заменить этот элемент, увеличив объем батареи. Если вы любите фотографировать, вы можете установить более совершенную камеру. Если же все это для вас не важно, можно убрать лишнее и выбрать динамик побольше. Вы можете выбирать элементы, которые вам нравятся, поддерживать любимые бренды или даже изобрести свои собственные элементы. Телефонные комплектующие разработаны на открытой платформе, в рамках которой разные компании сотрудничают, пытаясь создать лучший телефон в мире.
Вот в этом вечном модульном телефоне будут единые принципы монтажа модулей. И весь мир будет разрабатывать лучшие и все более дешевые модули. Лучший экран, лучшую батарею, лучшую память. Кроме шуток, я думаю, что этот подход похоронит всех этих Samsung'ов и Apple'ов. Их роль будет сводиться только к разработке самых передовых технологий и снимать какие-то пенки с этих идей, пока работает патент. С вами был Илья Колмановский, проект «Параллели». До новых встреч!